Тилек Алмазбекович, у вас есть вопросы к представителю президента, кабинета министров? Нет вопросов. Нету, да? Айдар Хасмалевич, у вас есть вопросы к представителю президента, кабинета? Нет вопросов. Присаживайтесь. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Извиняюсь. Присаживайтесь. Да, конечно. Вопрос такой. Эмиль Жолдович как раз-таки по алгоритму прошелся, да, до предыдущим. Вот чуть громче, пожалуйста. Алгоритм, который... Да. Погромче. Алгоритм, который... Можно будет этот алгоритм? Алгоритм пройтись. Алгоритм такой. Действий по процедуре утраты гражданства. Угу. Ну, вопрос как бы не лишения гражданства, а утраты больше, да, идет. Утрата. И все-таки, я так понимаю, сторона заявителей Алмазбеков все-таки говорит о том, что необходимо до вынесения указа президента должна быть какая-то судебная процедура изучения вот этого дела по утрате гражданства, а потом уже после того, как вынесут решение, судебный процесс прошел, и после этого как бы официализировать статус вот этого человека, да, и лишить, не лишить, а по утрате или по лишению, ну, это же как бы вопрос другой, но вот момент, когда должна быть у человека право на судебную защиту, после того, как указ вышел, или до того, как указ будет вынесен? Ну, в данном случае мы исходим из того, что решение о приеме в гражданство принимает президент. Соответственно, вопрос об утрате должен приниматься. Но когда идет оспаривание указа президента, никто не будет оспаривать полномочия президента, будут оспариваться в судебном порядке именно основания, которые послужили для этого указа. Соответственно, вот эта проверка, она будет проходить именно почему, не потому, почему президент вынес указ, будут говорить, что явилось основанием, и, соответственно, буду смотреть на требования той же пункта 2. Вот, например, случай, связанный с СВО. Помните, у нас был случай, гражданин где-то в СВО участвовался, вернулся в Кыргызстан, его осудили, 8 лет дали, потом помиловали, он в Россию уехал. Да? То есть не каждое, скажем, это, да, действие влечет обязательную, например, внесение ходатайства на утрату по причине того, что он мог попасть из тюрьмы. То есть это же тоже надо давать оценку его действиям. Поэтому... Ну вот, чтобы как бы грубо говоря, не подставлять президента, нужно же, наверное, обосновать, определить, насколько он виноват в том, что, как бы дошло до того, чтобы вопрос ставится о утрате гражданства. Ну, я говорю... И потом уже как бы выносить на основании судебного решения, официализировать статус. Ну, мы в данном случае исходим из того, что кто принял решение о приеме, тот принимает решение об утрате, соответственно, после судебная проверка. Есть еще вопросы? Присаживайтесь.